Добрый день, уважаемые коллеги, участники информационной сессии кейса «Смысловое чтение. Основ функциональной грамотности». Уважаемые коллеги, мы приветствуем вас. Мы работаем третий день в рамках международного методического семинара. И данная площадка, она, конечно, практикоориентированная. Уважаемые коллеги, мы рады, что вы подключились к столь интересной площадке. Вместе с нами федеральные эксперты уже работают в течение 2 часов, и мы рады приветствовать наших международных экспертов. Андрей Витальевич, мы рады, что вы с нами. Университет имени Сэма Хьюстона работает совместно с педагогами Республики Коми уже на протяжении 3 дней. Я, Андрей Витальевич, прошу вас представить коллегу, которая подключается. Good morning. И да, Андрей Витальевич, я прошу представить, с нами работает доцент университета. Сокращенно Тимрави. Факультет английского языка. Hello, my name is Вячеслав. Коллеги, да. Коллеги, я очень прошу вас, Андрей Витальевич, пожалуйста, вам слово. Спасибо, добрый день. Интересных международных практиках в рамках системы оценки качества и функциональной грамотности. Пожалуйста, коллеги. Здравствуйте, добрый день, и очень приятно вновь увидеться с вами и, так сказать, принять участие еще раз в этом семинаре. Но сейчас я буду в качестве переводчика, а презентация будет дана одной из нашей докторантки. Значит, это молодая ученая из Таиланда. Она работала в Таиланде в качестве ассистента профессора в университете в Таиландском, недалеко от Бангкока, и преподавала английский язык. Вот. И она увидела определенные проблемы для тайских студентов, которые будущие учителя, должны были стать будущими учителями. И поэтому она решила провести исследование, изучить, как можно улучшить их обучение. И вот сейчас она вам расскажет о том, какие она интересные нашла пути и как это можно применить в школе. Она будет говорить по-английски, а я буду переводить, стараться как можно точнее и как можно быстрее. Зовут ее Пимрави, и мы ее зовем просто Каймук. Это так, как ее родители звали в Таиланде. И зовут ее в Таиланде. Вот, так что передаю слово Каймук. Да. Good luck. Коллеги, мы работаем сейчас параллельно, поэтому, уважаемые коллеги, вы можете вопрос задавать. Сейчас будет представлена презентация на английском языке. Андрей Витальевич будет сопровождать презентацию на русском языке, поэтому, коллеги, не волнуйтесь, мы работаем в рамках международного семинара, поэтому коммуникация будет выстроена. Пожалуйста, коллеги. Thank you very much. Большое спасибо. Yeah, go ahead. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. How are you today? My name is Pimravi Rangwataki, and I am a doctoral student from Sam Houston State University from Texas. And I am delighted to be here today to share with you some ideas on how to implement readers theater in the classroom. Сегодня я вам расскажу о том, как можно применять театр чтецов в классе. So here's the overview of my presentation. I will talk about, I will mention introduction a little bit, and then we will move to how to use readers theater in the classroom, and then I will give you some useful resources for readers theater, and then summary. Ну вот сейчас это небольшой, так сказать, обзор моей презентации. После этого мы рассмотрим это более подробно, и я также дам вам определенные полезные ресурсы, которые вы могли бы применить у себя в классе. First and foremost, I cannot move on without addressing one of my professors, Dr. Ches Young. He's the head of Department of Literacy, and he's the first one who introduced me Readers Theater when I was in the first year of doctoral degree. And here's my motivation, and here's one of his quotes. He said, "Kids don't care what you know until they know you care."
Do you agree with this? Я хотела бы начать с того, чтобы привести высказывание одного из наших профессоров. Он как раз руководит нашим департаментом грамотности, и он является моим мотиватором. Вот что он сказал. Он сказал, что дети не заботятся о том, что вы знаете, до тех пор, пока они не знают, что вы заботитесь. Last past decade, he has published a lot of papers or articles on readers' theaters. Basically, he's an expert in readers' theater. Последние десятилетия он опубликовал очень много работ как раз по вопросу театра чтецов, и он является экспертом в этом направлении. So now, what is readers' theater? I am sure that some of you or many of you are familiar with these reading strategies, but if you are not, that's fine. That's why I'm here to share with you some ideas about this strategy. А сейчас я поделюсь уже с вами конкретными идеями относительно вот этой методики. Okay, basically, readers' theater is a group storytelling activity that was created based on repeated reading method and automatic city theory. Эта методика создана на постоянно повторяющихся таких действиях и автоматизированной теории. Also, readers' theater can be described as reading strategy that allows students to read the same text multiple times. Для этого требуется, чтобы учащиеся читали какой-то материал несколько раз. Okay, and now I'll show you a short video clip on YouTube what readers' theater looks like in the actual classroom. Would you please repeat it one more time? I'm going to show you the video clip what readers' theater looks like in the classroom. Сейчас я вам покажу небольшое видео, что из себя представляет этот вот театр чтецов в реальном классе. This is a story about a girl named Sophie. Most of the time, Sophie is happy. She smiles. She is calm. But one day, something happens. Yes, as I mentioned earlier, readers' theater is a kind of storytelling in a group. But can you notice one thing that is different from any other kind of storytelling activity is that all students are allowed to hold the scripts all the time. Yes. Это очень похоже на, так сказать, декларирование каких-то историй, но отличается тем, что все учащиеся сразу в одно и то же время, они могут выступать и в то же время держать вот перед ними сценарий. So when they're allowed to hold the scripts all the time, they don't need to worry about memorization. И когда они держат перед собой сценарий все время, они не волнуются о каких-то там, неточностях. So why use readers' theater? Because good news is that you can use this reading strategy with anyone, all students, no matter what age they are or what proficiency level they have. Почему еще хорошо использовать вот такой вот метод? Потому что он подходит для всех возрастных групп учащихся. And most importantly, readers' theater doesn't require props, costumes, or stage productions at all. И также он не требует особенных каких-то костюмов или подготовку сцены или еще какие еще-либо дополнительные атрибуты. Okay, so when students using readers' theater, they will become active learners. Why? Because they have to work collaboratively with their peers when they practice reading the scripts.
Когда ученики используют вот такой метод, они становятся активными учащимися, и они работают совместно со своими одноклассниками и читают вместе сценарий. Also, by this way, students will feel safe and fun when they practice the script. So, according to research, Reader's Theater can help them reduce anxiety and increase or gain their confidence too. Кроме этого, также, когда они читают и тут же декларируют, это улучшает их знание языкового умения и повышает их уверенность для того, чтобы снизить тревожность в изучении языка, при изучении языка. Okay, so now let's move on to how to implement Reader's Theater in your classroom. I will tell you step by step. А сейчас я вам расскажу прямо шаг за шагом, каким образом можно применить вот этот метод в вашем классе. The very first step is text selection. Okay, in this stage, what kind of text do you need for Reader's Theater? It can be any kinds of text. And for example, it can be Aesop's fables, it can be classic children books like Little Red Riding Hood, or it can be like classic movies that you can adapt the script and make Reader's Theater script for your students. Первый шаг – это выбрать текст, который подойдет для учащихся. Это может быть обычный текст из какой-то классической детской литературы, может быть, это даже сценарий какого-то детского фильма, ну и тому подобное. То есть для того, чтобы это подходило именно вот для конкретного класса, конкретных студентов, учащихся. Not only children books or fables that you can use, also poems or songs are appropriate to use as a scripts too. But most importantly, you need to provide your students various kind of text for students to use based on their interest. И это даже не обязательно должны быть какие-то книги, это могут быть или стихи, или песенки, но наиболее важно в отборе текста это то, чтобы он был интересен для учащихся. The next step is modeling and discussion. Now you and your students will have discussion together in a round table, and then you would discuss about, you have to make sure that your students understand the plot and characters in the script very well. А следующий шаг – это моделирование, так сказать, и дискутирование относительно текста. Важно, чтобы учащиеся поняли содержание, важно то, что поняли сам текст. You need to make sure that if they don't understand some words or sentences, you should let them ask you and you should clarify to them. Вы должны убедиться, что они поняли слова, поняли предложения, и также разъяснить, может быть, какие-то отдельные части текста для них. All right, the third step is assign roles. So after your students make decision on which script they want to play on or work on, now they need to choose the role. Третий шаг – это распределение ролей. Каждому учащемуся можно дать возможность выбрать роль в этом театре. Let me add something. Usually, in one script, they can be from 2 characters up to more than 10 characters. 10 characters, what do you mean by 10 characters? Characters mean the roles, the people who play in one script. Up to 10 characters, okay. Обычно рекомендовано, чтобы было где-то примерно до 10 исполнителей в соответствии с конкретным текстом. You can ask your student to use highlighters to highlight their own role so that it will be easy for them when they read the script.
Вы можете попросить своих учеников использовать цветные карандаши для того, чтобы они каким-то образом выделили те части текста, где будет их роль, где они будут читать, которые части текста будут они читать в этом представлении. Now the next step is practice. So according to the research, Reader's Theater will be more effective if you let your student practice their script at least 15 minutes per day in the classroom. 15, 1-5? Yes, sir. Okay. Четвертый шаг – это практика. То есть учащиеся должны практиковаться как минимум 15 минут в день перед классом, до класса, для того, чтобы они уже могли в классе более, так сказать, уверенно себя чувствовать. So the more practice, the better. Practice makes perfect. So you should let them practice every day for the whole semester if possible. Чем больше практики, тем, безусловно, лучше, и желательно давать им практиковаться на протяжении всей четверти, если это возможно. Surprisingly, if you do that, you might see change from your students, because some of students who don't like reading might become a big reader. They may want to practice even outside the classroom and in their home. Очень удивительно, но иногда вы можете увидеть даже то, что те ученики, которые не любили вообще читать, они вдруг стали интересоваться чтением и практикуются вот в своих ролях даже вне класса, например, дома пытаются что-то, так сказать, попробовать. Now, evaluation. So after practicing, you should let them have self-evaluation or peer evaluation or teacher evaluation, or three of them, because with evaluation, you know, it can help your students improve. Оценивание – это следующий шаг. Это значит или же самостоятельное оценивание, то есть ученики сами себя оценивают каким-либо образом. Оценка со стороны учеников из класса, так сказать, друзей своих, и, кроме этого, оценивание учителем. And you can find Reader's Theater evaluation on Google. Вы даже можете на Google, если вы посмотрите на Google, там есть определенная информация о том, как оценивается театр чтецов. And now this is the last step, which is perform, and is the most exciting moment for students and teachers. So as you can see in the pictures, you can have them perform in front of the classroom or on the stage. Ну и, наконец, последний шаг – это представление. Это наиболее волнительный, наиболее интересный момент. Вы можете вот видеть сейчас, что учащиеся могут представлять вот это, так сказать, театральное такое представление делать как в классе непосредственно, так и на сцене. One more time, I would like to address that Reader's Theater doesn't require props or stage productions at all. Но еще раз хочу повториться, что театр чтецов не требует никакой подготовки сцены совершенно. Because the main aim of Reader's Theater is to have fun and improve their reading skills. Потому что самая главная задача для этого театра чтецов – это получать удовольствие, радоваться и при этом еще и улучшить свои умения по чтению. In this step, you can invite your students from other classrooms or your colleagues or even students' parents to come and give them support. На этом этапе вы можете пригласить студентов из своих других классов, вернее, учащихся из своих других классов, ваших коллег, других учителей, и даже родителей для того, чтобы поддержать ваших учащихся, которые представляют. There's one more thing I would like to address is gesture and facial expression. When you use Reader's Theater in your classroom, you may encounter that some students may speak English in monotone, and that will make the script or the play dry or not interesting. And that because the lack of gesture and facial expression.
Важный фактор учитывать необходимо, который это энергия жестов и экспрессия лица, значит, мимика, так скажем. Потому что вы увидите, что некоторые учащиеся, которые будут это делать, они просто с таким обычным монотонным видом, с обычным монотонным лицом это делают. Вот на это нужно обратить внимание для того, чтобы, так сказать, тут внести энергию жестов и мимику. So one solution is that in your class you may have mini lesson on how to use gestures and facial expression for your students. Одно из решений, это можно даже такой небольшой урок провести в вашем классе о том, как использовать жесты и мимику, как они, так сказать, могут влиять и показать им это. As Rosinski, Stokes, and Young address about this, that readers theater requires readers to read with expression and fluency in order to convey meaning to an audience. В соответствии с исследованием доктора Янга, значит, вот этот вот театр чтецов, он позволяет учащимся осознавать то, что они прочитывают, и показать это классу. Okay, here are 3 websites that I would like to recommend you to go over because they give you scripts, a lot of scripts, readers theaters that you can use, especially the first one, thebestclass.org. It was developed by Dr. Young. Ну вот здесь я привожу веб-сайты, которые я советую вам посмотреть, если у вас будет время. Там находится множество различных сценариев и для вот этой методики. И особенно мне нравится самый первый веб-сайт, там как раз вот то, о чем я Yes, and for those of you who are interested to write your own script, you can look at this, you can search for this book, Texas History, and you might get some new ideas or guidelines on how to write your own script. You may be in the future become a book writer. А для тех из вас, кто, например, заинтересован в том, чтобы написать свой собственный сценарий, вы можете посмотреть, вот, найти такую книжку «История Техаса» и попробовать написать свой сценарий. Также, может быть, вы в будущем автором каким-то знаменитым станете. One more person I would like to address on the right-hand side is Dr. Rosinski. He is an expert in reading education as well as readers theater. So if you're interested in these reading strategies, you can go and find articles or books that are written by him. Еще один человек, еще один ученый, которого я хотел упомянуть, это доктор Тимоти Росинский. Он является профессором по чтению. И если вам эта методика будет интересна, вы можете найти материалы, которые существуют вот под его работы, и узнать больше. So in summary, so readers theater is a kind of alternative teaching tool to improve your students' reading fluency and comprehension. But when you use readers theater in your own classroom, you will see that actually it help improve students' speaking skill, listening to, and even writing skill. You ask your student to write a script on their own. Несмотря на то, что эта методика направлена в основном на улучшение способности читать, и вы также можете обнаружить, что при ее применении улучшается речь учащихся, улучшается их способность слушать, и даже, возможно, и улучшить навыки письма. Readers theater is appropriate for all students in all ages and levels, and it's a fun activity. As I mentioned earlier, they can hold the script all the time in their hands, and that makes them feel safe and they feel confidence.
Эта методика театр чтецов, она подходит для учащихся любого возраста и любой школы. Они просто держат перед собой сценарий и, так сказать, декларируют. So it's a kind of reading activity that can motivate your student to engage in reading and to work collaboratively with your peers very well in the classroom. Также это мотивирует учащихся работать совместно в команде со своими одноклассниками. So you should give it a try. Вы должны попробовать. Yes. And last but not least, as a teacher is the most important person who can make Reader's Theater effectively. You know, as Dr. Young, Dr. Rasinski, and Stokes mentioned that the classroom teacher must take a proactive role in helping Reader's Theater achieve its full benefit for all students. Ну и последнее, но достаточно важное, это то, что учитель в классе должен иметь, так сказать, несколько упреждающую роль, помогая в том, чтобы учащиеся достигли полных бенефитов, наибольшего успеха вот в процессе применения этой методики Reader's Theater. And that's all about my presentation today. So I hope that you enjoy my presentation, and I hope that you can make some change and improve in your own classroom. If you have any question, you can send email to me anytime. Thank you so much. Спасибо. Ну, это сейчас уже моя презентация на этом закончена. Если у вас появятся вопросы, то, пожалуйста, присылайте мне их в любое время. Большое вам спасибо. И вот Каймук сказала спасибо по-русски, как я понял. Thank you very much, Каймук Андрей Витальевич. Нам очень приятно, что интересные методики представлены для педагогов Республики Коми. Очень интересно, что в рамках функциональной грамотности мы понимаем, что мы работаем в едином международном пространстве, и практики, которые применяются сегодня в международном сообществе, они важны, конечно, для повышения качества образования. Уважаемые коллеги, спасибо. Андрей Витальевич, благодарим вас. Мы знаем, что у вас раннее еще утро, и мы благодарны, что вы сегодня вместе с нами. Я надеюсь, что у вас солнечный день. Мы хотим поделиться той радостью, что мы тоже сегодня в пространстве солнечного дня вместе с вами, поэтому желаю вам всех благ, спасибо, мы очень рады, что вы были с нами. Коллеги, у вас есть возможность задавать вопросы нашим международным экспертам, поэтому, коллеги, мы сейчас будем продолжать наш кейс. Мы подключаем сейчас федерального эксперта из издательства «Просвещение», но несмотря на то, что наши будут работать федеральные эксперты, Каймук Андрей Витальевич сейчас будут вместе с нами, и какие-то вопросы, которые будут появляться в чате, я думаю, что найдут уважаемые коллеги те ответы, которые нам необходимы. Спасибо, коллеги. Андрей Витальевич, Каймука, всех благ. Спасибо. Thank you so much. Спасибо. Thank you. Спасибо. Thank you.